В эти дни, когда вся страна готовится встретить День защитника Отечества и 80-летие победы в Великой Отечественной войне, среди тех, кто чтит память героев, есть и те, кто сам познал тяготы войны. Они не сражались на фронте, но знают цену мужества и потерь. Это воины, прошедшие войну в Афганистане. Среди них генерал Алимжан Ерниязов. Судьба генерала Алимжана Ерниязова неразрывно связана с двумя войнами. Его отец Канагат прошел всю Великую Отечественную войну, а сам он Афганистан. Алимжан Ерниязов родился ровно через 10 лет после победы. И хотя детство будущего генерала проходило в мирной стране, рассказы отца-фронтовика о войне будоражили детское сознание. Следуя заветам отца, он сознательно выбрал путь офицера, а когда потребовалось, одним из первых подал рапорт на отправку в Афганистан. За мужество и героизм, проявленные в боях в Афганистане, Алимжан Ерниязов был награжден орденом Красной Звезды. Не только я, все, кто прошли на протяжении 9 лет, 1 месяца и 18 дней эту афганскую войну, знаем, что такое война. У нас, к сожалению, каждым годом меньше и меньше остается участников Великой войны и Великой победы. Я хочу поздравить их с этой Великой победой, и пусть над нашей землей, над нашей Родиной будет чистое, синее небо, как наш флаг. Ветеран вооруженных сил твердо убежден, что молодое поколение военнослужащих нужно воспитывать в духе патриотизма, прививать им правильные ценности. Поэтому он всегда на связи с действующими военнослужащими, часто посещает воинские части регионального командования «Юг», встречается с руководством, проводит беседы с молодыми офицерами, с солдатами срочной службы. Как для него примером был его отец-фронтовик, так и сам он сейчас выступает живым примером верности воинскому долгу для нынешних военнослужащих. Воин-афганец готов сохранять и поддерживать эту важную связь поколений. Дина Мухаринова, Владимир Мартыненко специально для 77 ТВ.